Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости! Сегодня у нас урок посвящен знаменитому нашему земляку Гасану Эфенди Алкадарскому. Это человек незаурядных способностей. Это человек, который заслуживает, чтобы к его творчеству обращались постоянно. И мы это стараемся делать. Прежде чем рассказать про этого человека, я вас познакомлю с целью нашего урока сегодняшнего. Мы хотим, чтобы наши дети интересовались своей историей, историей своей страны, историей своей малой родины Дагестана. Поэтому мы сегодня постараемся привить вам любовь к своему Дагестану, к своим патриотам, к своим выдающимся личностям, одним из которых является Гасан Эфенди Алкадари. Прежде чем начать урок, как историк, я хочу вас познакомить, в каких условиях, в какой геополитической обстановке появился этот человек, родился на свет и откуда у него берутся корни, кто это за человек. Зря ли он стал таким знаменитым философом, публицистом, историком, поэтом? Познакомимся с историей нашего края. В 1813 году, после Гюлистанского мирного договора, Дагестан с Северным Азербайджаном входят в состав России. Наместником Дагестана был назначен Александром I Ермолов, герой Отечественной войны 1812 года, человек, который имел блестящие успехи перед своим Отечеством, но очень жестокий, очень влиятельный человек среди солдат, который захотел установить такой же жестокий режим на территории Дагестана. Конечно, свободолюбивый кавказский народ, Дагестан и Чечня, не захотели полностью подчиниться его политике, его устоям, где вместе с обязательными правилами подчинения царизму было насильственно внедрено и христианские обычаи. Поэтому, конечно же, появляются первые ростки свободолюбивой мысли, желание отстоять свою независимость, желание объявить, что мы имеем свою традицию, свою историю, мы не полностью можем подчиниться тем настоям, которые должны были установиться в нашей стране. Итак, в 1832 году на территории нашего района, тогда наш район, значит, входил и Магарамкентский район, современный тоже, в селении Яраги жил, творил свои работы Магомед Яракский, дедушка будущего Гасана Эфенди Алкадари. Под его влиянием, под его философскими воззрениями были два имама Кавказской войны. Годы Кавказской войны 1817-1864. Пленение Шамиля 1959 года не означает конца. Некоторые историки, правда, считают, что это конец Кавказской войны, но полный конец Кавказской войны – это 1864 год. Магомед Яракский создал теорию Газавата, то есть это священная война против иноверцев. Магомед Яракский является создателем тариката. Это учение, которое утверждает, что мусульманской страной должны управлять только мусульманские правители. Тарикатизм. Под этим влиянием находится отец Гасана Алкадари. И когда в 1832 году, значит, узнали о новом учении Магомеда Яракского, правитель Южного Дагестана
приказал арестовать Магомеда Яракского, посадить в тюрьму в Курахе. Он был посажен в тюрьму. Оттуда он был, у него было такое влияние на население Дагестана, что ему помогли убежать. Вместе со своими учениками, вместе со своей семьей Магомед Яракский убегает из Кураха через горы, попадает в Унцукульский район. В 1832 по 1834 год они живут в Унцукульском районе. И здесь знакомятся ученик Магомеда Яракского Абдаллах Ал-Кадари вместе с дочерью Магомеда Яракского Афисат. И у них родился сын Гасан, который и прославит нашу малую родину. В 1838 году умирает Магомед Яракский. После его смерти Абдаллах решил, что он может вернуться к себе на родину и возвращается в Ал-Кадари, в селение Ал-Кадар, и начинает там строить просветительские учреждения, то есть он открывает медресе, в которой получает образование и его сын. 10 лет обучается мальчик в своем отцовском медресе. Конечно, это повлияло на него. Естественно, влияние оказали на него его родители. Афисат была самой образованной женщиной Дагестана. Она обучалась грамоте у своего отца. Это, наверное, наложило отпечаток, что сын тоже явился таким умным и грамотным человеком. Вы знаете, ребята, Гасан Ал-Кадарский, когда ему исполнилось 22 года, был назначен наибом в Южном Дагестане, куда входили и селение Ярак. И у его наместника, сына, он работал учителем. Он одновременно был воспитателем, учителем сына наместника и работал наибом. Будучи на работе в государственной службе, Яракский формируется как философ, как публицист. Он начинает писать свои произведения, он творит как и государственный деятель. И у него складывается впечатление, что все-таки судьба, жизнь России должна быть обязательно в будущем связана с Россией. Она не может существовать без России. Вот к такому мнению приходит Ал-Кадарский. Его взгляды также удваиваются. Ему также нравится предводитель, имам Чечни, последний, третий имам Чечни, Шамиль, потому что в Шамиле пробуждаются такие гуманистические нравы, принципы тоже. Где-то Шамиль, например, берет он в плен 300 русских солдат и очень гуманно относится к ним. Он приказывает вылечить их. Ему нравится то, что, несмотря на то, что Россия хочет освободиться от царизма, тем не менее Шамиль не выступает жестоким человеком по отношению к взятым в плен русским солдатам. Он к ним относится как к людям, гуманно. Я хочу, чтобы наши дети немножко почувствовали вот на себе отношение дагестанского человека, который, значит, радуется за солдата, который попал в плен. Вы представьте себе, в каком положении находится русский солдат. Ведь они что же выполняли долг перед своим Отечеством? Их русский император послал на служение Отечеству. Вы помните страницы Отечественной войны 1812 года? Вы помните, как русские солдаты были во Франции, в Европе? Они что же выполняли свой долг? А для этих жителей, этих государств, русские солдаты были чужими, которые пришли на эту землю. Вы помните восстание декабристов 1825 года, как
Николай расправился с ними, отправил на действующую армию на Кавказ, Кавказскую войну. Это тоже еще одна страница, где солдаты русские должны были выполнить свой долг перед Отечеством. Сейчас нам Рамазанова Амина подготовила небольшое выступление. Мы с этого перейдем к творчеству и деятельности Гасана Алкадарского. Пожалуйста, Аминочка. Гасан Алкадари. В своих социологических воззрениях Гасан Алкадари представляет историю родного края как историю непрерывной борьбы горцев за свободу и независимость. В то же время Алкадари становится сторонником просвещения и культурного развития своего народа. Поэтому он стал обращать внимание на свободу и на независимость. И так он становится сторонником просвещения, культурного развития, европейского русского образования. В своем творчестве Гасан Алкадари обращал внимание на вредные для традиции творчества бытогорцев, такие как национальная замкнутость, кровная месть, патриархально-феодальное отношение к женщине. Свои взгляды и мысли он выражал, в своем стихотворении «Дошел черед». «Восславим Аллаха, дошел до России черед, дыхание правды познал впервые народ. Для нас, дагестанцев, открылась в познании дверь. Мы можем учиться, трудиться мы можем теперь». Спасибо. Спасибо, Манечка. История не стоит на месте. В 1876 году в Хадже побывал знаменитый чеченский наиб, который решил, что он должен опять начать борьбу за освободительное движение на Кавказе. Имам Чечни Алибек Хаджи Алдамов пустил слух по Чечне и по Дагестану, что он услышал весть о том, что появился меч, которым дагестанцы и чеченцы должны избавить кавказский народ от засилия царизма. И это послужило поводом для того, чтобы Дагестан сперва в Чечне, потом переходит это в Салаватию, в Аварстан, потом и в Южный Дагестан. 13 сентября 1877 года Южный Дагестан охватывает восстание против засилия царизма. Еще раз, ребята, ни разу ни один из просветителей не говорит, описывая в своих произведениях, что они выступили против русского народа. Они всегда говорят о том, что они выступают против царизма, против засилия царизма, что царь хочет установить на территории Дагестана свой образ, свой режим, то есть православный режим правления. Вот это было поводом для того, чтобы народы Кавказа, то есть Дагестана и Чечни, поддержали своих имамов. Если бы, например, может быть, они сказали бы против русского народа, может быть, они бы не пошли бы под знамена этих имамов. А так как здесь идет борьба, еще, я по истории России, мы с вами знаем, да, что царское самодержавие действительно установило колониальное правление на территории Дагестана, Кавказа. Что такое? Когда мы с вами изучали признаки империализма, я вам говорила, что Россия, в отличие от других государств, не имеет колоний, но она и предпочла иметь внутренние колонии. Вы знаете, что Средняя Азия и территория Кавказа для России стала внутренней колонией. Вот это тоже, наверное, повлияло на то, что кавказские народы желали освободиться от засилия. Но Алкадарский никакого не принимал участия в восстании 1877 года. Вы знаете, в чем его обвинили? Его обвинили в том, что, будучи чиновником царской службы, он не доложил о готовящемся восстании 1877 года. Поэтому его быстро арестовывают и сажают в Дербентскую тюрьму. 2 года он пробудет в Дербенте, а в 1879 году после суда его отправляют в Тамбовскую губернию, в Спасск. Эти
годы, которые проведены в Спасске, через год к нему переезжает его семья. Эти годы у него не пропали зря. Он там познакомился с очень хорошими людьми. Во-первых, мусульмане, татарские мусульмане, которые проживали в Спасске. Во-вторых, там оказались следы тех самых декабристов, которые когда-то были на высылках по всей России разбросаны. Поэтому для Алкадарского эти годы прошли как очень плодотворно. Он начал там писать свои произведения, благодаря которым его оценивают. Я сейчас вам, ребята, приведу несколько строк, какова была оценка Алкадарскому видными деятелями, современниками того периода. Посмотрите, пожалуйста. Значит, восстание 1877 года начинается поэтическая работа Алкадарского. У него 3 произведения. «Асари Дагестан», дальше его произведение «Диван аль-Мамнун» и «Джараб аль-Мамнун». 3 произведения, которые, значит, «Диван аль-Мамнун» посвящены его стихотворной поэзии. Значит, «Джараб аль-Мамнун» – это философские воззрения поэта. И «Асари Дагестан» – это его история. История, вы знаете, начинается с 5 века до 1875 года. Его современники действительно называют единственным последовательным произведением из тех произведений, которые посвящены истории Дагестана. В 1950 году в Москве была издана книга известного ориенталиста, академика Крачковского, в которой он дает такую оценку Алкадарскому. Книгу Гасан Алкадари «Диван аль-Мамнун» он отвечает произведением чрезвычайного интереса для всех событий, свидетелем которых был за свою долгую жизнь. Подробно им описывается и пребывание в Спасске, в Тамбовской губернии, где он напоминает о всей идеологии прошедших лет, и которая повлияла на автора. А в 1958 году в Кембридже вышла книга известного историка профессора Минорского «История Ширвана и Дербента», где он оказывает, что при написании этой книги очень большую помощь ему оказала книга «Асари Дагестан» Гасана Алкадарского. Это лишь некоторые впечатления об этом человеке у современников того периода. Я хочу, ребята, этот урок немножко посвятить. Мы лезгины, мы живем в Лезгинском районе, поэтому я хочу немножко комбинировать наш урок истории с отдельным литературным произведением, я хочу его так назвать, «Обращение к своему сыну». 2 ученицы нам подготовили его чтение, а потом мы предоставим слово нашему гостю. Пожалуйста. Пожалуйста, Диана начинает, Алина продолжает. Абу Муслим Аскарас. Эй, Абу Муслим, зигра михо, зивилери нур, чан зилай бага, вичан сахурай, и мир не кадим, хушбахт волк эсмет хурай воздаим, ксан крара хурай воздаях, сакьи кавса, алавкалуша, зивик им хиял, зимитле мурат, хушбахт вленди хуну кеверет. Эгер кант чакай воз хабар, ждазват ахак ватан дин халар. Аллах ти шукур, сахя чунзири, диде, имия, стхаяр не вери. Мире сварисни язва саламат, амма элилис хан в мусибат, акси алканачих эсмехтин чар, дюз вилинек ай, экач на патак, катма кариштин джингинин шикил, чугундас иналтуш хелбет эзил. Вакияр галкат канабирдан, ламрави чикай, изва аслан. Фелендин чинлай алат на перде, башла мешхана гоц и зердер, иви аводрис хаталу деве, мусибат гана, элтунек эве.
Ярко на руслах велин рукодал, такабур бек не лавга генерал. Чи да устан, хакай гусус такав, урус пачатин ахвали коз. Каткан вай им катир, халдин эмир, гиландилай, ачавус ксандир. Сагратлури река кайна бирдан, а жудин велик туна шербуртан. Калтуна гемрика чуйвалгуз, чуткери хужум аванвалгуз. Шамилан хони гоз хушун динзур, кайпака гуним качузи газур. Алибек хажи, када хакшура, тадач уруса хаии кара. Тапан хабара, аунва аруш, инам мишхамай, башла мишнамай ахмак вол ии. Барчири дайказ, жавурн варчпиз. Хцикай хажи Абдурахманан, авуна абуру бухтан черенхан. Вирикан наргуада все серие. Кому эхлири хатн хагиле, курмиш наман хасацигиле. Хужум нафена, халедин винел, начальник хена, кот хана винел. Хкянова абуру жафер хан виле, и кадик тадиз елхат зафеле. Теперь мишханва, а мне ушун год, сюда харвахар, серхима халказ. Хат на диаведа, сошмот хуймай, а кат на ихтин фнеди кутпар. Скачивал заи, чижец физдяве, башлыт кайхана, булбула дне. Спасибо, девочки. Я попросила нашего филолога Верису Мировну проанализировать это произведение Алкадарского. Она этим самым нам поможет. Вериса Мировна наша филолог, литератор, поэтому она нам поможет сегодня на уроке немножко раскрыть суть, потому что на лезгинском языке звучит это обращение. Азиз Булая, Алла Владимирда, Гила Алла Дирахихес, интернет, телефон Араватушер. А вот кто не сам лечит Араб, Алла как хизнатер кагаз рекомендовал. И человек ину аял летела шиирдец Арара позвало, шаирде, вечи неверда, вечи яшамиши завахтунда, хамба хакая, кагазда, вечи гададис кхизо. А вы муслим шаирдин чахи гадатер. А завахтунда Петербурге кялсва. Кялны кутяга из Абу Муслим, жезва Николай II император, през истории да чезвадил, хадал поручик вели охрану да. Ахпони, это кажется, табасана округ день наиб начальник лагафе. Квес инул субъекта Валида Алиметовна длагава сахзурни междвижни подкани цели длага Иисус день глири бунт карана. Шамила дяве кутя хаир лагюрни чехалка ислях диверда ксондис яшамишес башла мишн дулана жакса куско артовками. Amma велик ихте пачалу, урус пачалу де пацупа даустони. Ксодиз яшамише за халкарни. Amma сабязи юлдашри улгулатун халкни арада. Инал рушари калашлердец араракес черкана хихте улгулатун вата. Тукери пушунар презво азади из дагустан логоз. Шамилан гада пушунар котна презво азади из дагустан ди сабязи хуряше яралоз. Ихти воту вахтунда денеглия какайсва бунт каразва урус пачати велик кондачвус. Хербета сабачи сашмут кастива хахти чехи пачару дис аксия катедачара. И колах алпадарасаны федити чизва. Адха бунтуна иштиракнач. Им закез мисалныгы зичехи бубани денеглитера. Хада не иштиракна душа бунтуна. Хада лгудулда. Ихти пачалу дис аксия катежада тушлана. Амма бунтун иштирака вурбуркалас, а бунту вурбурна катхана сюргивуна устагратун халахтунда. Хабурун жегеда и алпадар санифендини сюргивуна. Шаир алпадар санифенди гзав исля. Велик Аллахрика хабардар, аколу камалу алимтира. Чинагадо эсера, чинагадо яратмишунар. Са школа два хакка цепатани. Заклеват алабда кюрле хихти ктабар хатнаха едане хактабра анчи дамахе каливинизвол хакти качилис гирикум кеу выкачиру артухару. Наш урок обогатился
взглядом на лезгинском языке о том, кем является Гасан Алкадарский и какое влияние Гасан Алкадарский оказывает на население Южного Дагестана и всего Дагестана. Его не только мы ценим, его ценят и все народы Дагестана. Поистине, действительно, он заслуживает этого. Гасан Алкадарский случайно оказался еще 25-летним юношей на месте пленения Шамиля. Это оказало на него очень тяжелое впечатление. Ему, я опять говорю, ему двойственно, его было жалко как предводителя, который 30 лет управлял, правил вот этой войной священной Кавказа против царизма. Еще я хочу утвердить, что этот человек, по-человечески ему жалко, а с другой стороны, ему не хочется, чтобы Дагестан отделился от России. И вот это впечатление на всю жизнь он оставил при себе. Когда в 1909 году, в честь 50-летия пленения Шамиля и так называемой, я вам вначале сказал, что некоторые историки считают, что концом Кавказской войны является 1859 год, царские наместники решили провести в Порт-Петровске событие, посвященное 50-летию. И как одного из свидетелей этого события решили приглашение получил и Гасан Алкадарский. Он, ссылаясь на болезнь, на свое недомогание, не пошел туда. Вы думаете, мне кажется, что не только недомогание его, он не хотел, он просто не хотел быть свидетелем тех событий, как еще раз этого человека, который оставил такое впечатление, такой след для истории нашего государства, нашей республики, быть свидетелем тех событий, как про него говорят в таком положении, что он попал в плен. Я напомню вам о судьбе имама Шамиля. Имам Шамиль был посажен под домашний арест в Калуге. Александр II встретился с ним, и после первого дня беседы с ним он сказал: какой богатый человек, сколько у него знаний, как он прекрасно владеет тюркским языком, он говорил в совершенстве на кумыкском языке, на арабском языке, он владел аварским языком. И через несколько лет он ему разрешил совершить хадж, понимаете? Он сказал: я уже старый человек, я уже ничего не могу плохого сделать для кого бы то ни было. Когда Александр II спросил: есть ли у вас какая-нибудь мечта, он сказал: да, есть. Я как мусульманин должен совершить хадж в Мекку. И он вместе со всей семьей его отправляет в хадж. Там, после совершения хаджа, имам Шамиль умирает. И похоронен он на земле, вот этой обетованной земле каждого мусульманина, который мечтает попасть туда. Но прежде чем отправить его туда, один из сыновей Шамиля остался служить офицером в царской армии. Один сын, старший сын, был аманатом взят в турецкую армию, он так и остался на службе у турецкой армии, а другой сын, младший сын, остался в царской армии служить. Я хочу с благодарностью сказать слова Гасану Алкадарскому, потому что он воспитал очень хороших детей, своих потомков. У него было 11 детей. Там у нас есть родословное древо, 11 детей было. И вот эти 11 детей его все с благодарностью несут память своего деда, прадеда. Они действительно выполняют заветы, верные потомкам. То есть я сейчас буду говорить вам о его потомках, кто они. Мы сейчас включим Кавказскую войну. Просто вот представьте, какая она была для нашего Дагестана, для Кавказа, для Чечни. И
Почему Гасан Алкадарский отказался идти на 50-летие пленения Шамиля? Кавказская война – самый длительный военный конфликт с участием Российской империи, сопровождавшийся тяжелыми жертвами как со стороны русского, так и со стороны кавказских народов. Война началась в 1817 году при Александре I, охватила весь период царствования Николая I и была закончена лишь в 1864 году Александром II. Каковы были причины войны? Давайте их рассмотрим. Итак, ребята, Кавказская война, вы видите, что сказал ведущий, что жертвы были не только со стороны царизма, но были и с дагестанской стороны. Очень много погибших людей. Пусть эта история не пройдет просто так. Пусть она оставит впечатление на нашей земле того, что мы с Россией – это всегда единая территория. Мы живем, начиная с Петра I, объединение кавказских народов с русским народом. Это как бы будущее для всех людей, которые проживают на этой территории. Продолжу свое мнение. Представлю слово нашей ученице Абиевой Диане. Она нам расскажет только об одном из потомков Гасана Алкадарского. Прежде чем она начнет рассказывать, я вам скажу, что у меня есть такой маленький отрывок, где Алкадарский рассказывает, как он своего сына отговаривал жениться на немке. Когда мой сын Али хотел жениться на христианке-лютеранке по имени Елена, это было в 1895 году, то я ему написал стихи, стараясь отговорить его от этого. От этого брака родились два сына. Это Готфрид и Генрих Гасанов, которые оставили большой след в истории не только нашей республики и всего нашего большого края, большой родины. Пожалуйста. Весьма показательные биографии известных братьев Гасановых, Готфрида и Генриха, внуков Гасана Алкадари, сыновей Али Гасанова. Готфрид Алиевич Гасанов – основатель дагестанской симфонической музыки, один из первых собирателей музыкального фольклора народов Дагестана, автор первой дагестанской оперы «Хаджба», дважды лауреат Сталинской премии. Имя Готфрида Гасанова золотыми буквами вписано в доске почетов оперной студии Санкт-Петербургской консерватории. Информация о нем размещена и в музыкальной энциклопедии Франции, изданной в Париже, также в музыкальных изданиях Берлина, Милана, Липецка. Именем Готфрида Гасанова названо музыкальное училище в Махачкале, основателем которого он являлся. Генрих Алиевич Гасанов – контр-адмирал, конструктор атомных двигателей. Ему было всего 28 лет, когда он возглавил исследовательскую группу, занимавшуюся созданием морских атомных котлов. А через несколько лет, уже как ведущий специалист в этой области, он был назначен начальником главным конструктором Центрального конструкторского бюро по созданию атомных котлов Балтийского судостроительного завода, где проработал до конца жизни. За выдающиеся заслуги перед страной Гасанову присуждены звания Героя социалистического труда, Государственной Ленинской премии. Он дважды кавалер ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени и имеет множество других наград. Спасибо. Спасибо. Живя в Касумкенте, я не могу никак не отметить мост, 17-арочный мост Али Искендера, который пригласил из Дербента архитектора Гаспаряна, который постарался оставить для нас наследство, которое пользуемся до сих пор и благодарим этого человека за тот вклад, который он внес. Али Искендер Алкадарский, который был в это время председателем Кириллского округа, является еще одним потомком. Я хочу еще одно слово сказать о семье
алкадарских, которые жили и работали в нашей школе. Лейла Мирзоевна Алкадарская, которая всю свою жизнь проработала библиотекарем в нашей школе. Она является невестой внука Алкадарского, за что мы ей очень благодарны, что она всю свою жизнь проработала в нашей школе, отдала свою жизнь. И теперь я хочу представить слово нашему гостю Гусейну Имамовичу, что он пришел сегодня к нам в гости. Спасибо ему большое за это. И благодарность. Он является директором музея Алкадарского, который построен в селении Алкадар. И встречает нас всегда с удовольствием, провожает, рассказывает нам о всех новостях, новые экземпляры, которые появляются в музее. И мы с удовольствием его слушаем. В первую очередь хочется поблагодарить учительницу Валиду Алиметовну, школу, нашу прекрасную Касумкенскую школу за приглашение участвовать в вашем уроке. Вы фактически участвуете в увековечении памяти Гасана Алкадари. Началось оно увековечивание в 1912 году, когда Тимирхан Шуре аварцем, чохцем, первым первопечатником Мавраевым Мехамед Мирзе была напечатана книга Гасана Алкадари уже после его смерти «Джираб ал-Мамнун». Затем в 1913 году была отпечатана книга Гасана Алкадари «Диван ал-Мамнун». В 1929 году вышла книга Гасана Алкадари на русском языке «Асари Дагестан», как здесь говорили, это первая полная история Дагестана. Затем время было тяжелое. Вы, наверное, по истории Дагестана, по истории России знаете эти годы, начиная после революции 17 года, так называемой Октябрьской революции, и вплоть до конца 40-х годов. Религия и всех, кто был связан с религией, они оказывались в каком-то ущемлении. И мы знаем, что Гасан Алкадари был не только светским ученым, но он был и религиозным деятелем. И вообще известность Гасана Алкадари в широком смысле, что он всеобъемлюще охватывал жизнь и все, что происходило в сознании, психологии людей. Вот у него в школе, светской школе в Алкадаре, обучались дети, которые получили первоначальное образование в других местах, начальное образование. Но рядом со светской школой у него функционировал и медресе. Удивительно вот так, да, что как и в жизни у него все было вместе. Затем мы знаем годы, эти тяжелые годы, это 40-е, 50-е годы. Наконец, в 1985 году только переиздана была книга Гасана Алкадари «Асари Дагестан». Повторно была она издана на русском языке. Ее издал наш славный дагестанец Лезгин Юсуфов Шихзада, известный дагестанский поэт, писатель, наш зять Гасана Алкадари и его потомков. Затем шли годы, уже постепенно Гасан Алкадари стал входить в планы ученых Дагестана, стали издаваться книги о нем, статьи, различные книги, воспоминания о Гасане Алкадари. Вот широкий простор получило его учение. И сразу мы перескочим в 2009 год. А за год до этого, в 2008 году, Яралиев Имам Узумудинович стал главой Сулейман-Стальского района. И первое село, которое он посетил после того, как он стал главой, был Алкадар. И здесь он предложил нам, алкадарцам и всем потомкам Гасана Алкадари, свой план. В первую очередь в этот план входило строительство музея Гасана Эфенди Алкадари. И он спросил, как это вообще осуществимо, этот план музея, основания музея. Конечно, мы
осуществимо все это. Но он говорит, я не об этом говорю. И что вы там будете помещать в этом музее? Мы сказали, все есть, документы есть. О потомков Гасана аль-Кадари сохранилось много документов о жизни Гасана аль-Кадари. И тяжелые годы они хранили, и прятали документы эти, когда нужно было. И много вот этих всех документов семей потомков Гасана аль-Кадари из различных музеев, архивов, научных институтов нам помогали, с Турции нам помогали в приобретении книг, которые были некогда в библиотеке, утеряны в библиотеке Гасана аль-Кадари. И в 2009 году этот музей был основан. Знаете, что я вам скажу, да? Оказывается, для того, чтобы увековечивать память таких людей, великих людей, а таких великих людей в Дагестане очень много, вроде очень мало надо построить здание, а все-таки очень много надо иметь большую волю, силу воли, характер, мораль, новую мораль, интеллект, уровень, чтобы добраться до этой высоты и основать музей, который сейчас продолжает увековечивать память Гасана аль-Кадари. Вы тоже участвуете в увековечении этой памяти. Спасибо вам, спасибо Валиде Алиметовне, спасибо учащимся вашей школы, спасибо всем, которые не забывают беречь, хранить память человека, который фактически, можно сказать, построил моральный кодекс нашей жизни. Muzey imamı yüzküz çok savur küçüğün sara, kühana ini zaten çayıl izgiti süybet olur, küzalat sağ olur. Balaya, atam vam Muhammadiz, küz avan soğlar buda. Lak konuş. Гусейн Имамович, кü музейде чи районлары масынра кайсвани? Сипадишкана, музей хана, что нафиксировали Виатабур, посетителя книги, записи посетителей, около 16 тысяч посетителей в этом музее. И география посещения, огромная география. Ими Сочи, Лизги района Артуша, ими Ава района, Дарги района, Табас района, Кумыка, Гизобратанова, иначе Дагустана, Донецкий, да, школа Датанова, делегации. Но масса посетителей, кроме учащихся, это, конечно, география, чи Лабханан, чи Хидья, чи Окуматра, Москвара, Машкара, Сибирь, да, Ялария, Забур, Лапчик, Фатфат, Мухамманария, и она курорт, чи Посункрола, курорт Ялария, Забур, Казвади, Хамиши Казвади, Гизам Казвади. Интерес очень большой, и записи чинаизма посетителей, отзывы их, Масылку Матратана, Южная Корея, Чехия, Германия, Голландия, Болгария, Китай, китайские студенты были у нас. Все это говорит о том, что в Узбекистане, что интерес музея увеличивается, интерес и популяризации музея участвуют также и все, не только вот кто пишет о Гасане аль-Кадари, но также эти посетители, которые приезжают к себе домой, обратно и рассказывают, какой они видели музей. Некоторые заходят в музей, когда выходят, говорят, я зашел одним человеком, вышел уже другим. Недавно был в музее, здесь Валида Алиметовна рассказывала, был правнук Гасана аль-Кадари, как раз внук Лейлы. Лейлы, которая у вас в библиотеке работала, она невестка, потомка, внука Гасана аль-Кадари, ему 8 лет. И его отец, сын Лейлы, рассказывал, Магомед, рассказывал о всех потомках, которые... Муслим его зовут, Муслим, он рассказывал сюда. А когда уже к выходу шли, никто его не просил об этом. Он воскликнул: теперь я понял, кто я такой. Я вам так что скажу, да, конечно, Гасан аль-Кадари оставил после себя многих таких известных потомков. Но это не значит, что другие семейства не оставили. В каждом роду есть знаменитые люди. Просто надо вспоминать их,
наших предков. Говорят, дерево без корней очень быстро усыхает, поэтому, чтобы наши дети, чтобы наши подрастающее поколение помнили, свято хранили память о своих предках, чтобы вот они тоже говорили, вот я кто такой. Надо всегда вспоминать о наших предках. Спасибо вам. Да, действительно, Гасан Алкадарский оставил большой след в нашей истории. Я хочу привести слова, которые произнес знаменитый философ наш. Он назвал его завещанием. Перед смертью за 2 года в 1908 году оставил потомкам следующее завещание. «Я завещаю моим сыновьям, братьям, родственникам и другим моим друзьям жить в любви и согласии. Берегите себя от азартных игр, распутства, пьянства и всех других дел. Посвятите себя науке или другому полезному делу для народа. Чем поцеловать руку раболепствующему, лучше отрубить свою руку. Живите между собой в дружбе. Не общайтесь с плохими людьми. Идите в ногу с эпохой, с людьми эпохи. Держитесь всегда пути истины». Разве не красивые слова? На этом я хочу всех поблагодарить за урок. Спасибо всем. До свидания. Thank you.